Мой прадедушка Фурст Станислав Устинович был связной в партизанах. Мой прадедушка Зайцев Иван Анисимович воевал во время Великой Отечественной войны. Мой прадед Абраменко Дмитрий Кузьмич является полным кавалером Ордена Славы. В мамином альбоме сохранилась фотография юноши, еще мальчика. Это мой дедушка. Вот такой он уходил на войну. В годы войны в Сурожском районе, теперь это Витебский, практически каждая семья так или иначе была связана с партизанами. С первых дней оккупации немцы и их приспешники столкнулись с открытым противостоянием местного населения. Помню, как началась война. Война началась, я шла в первый класс. Тамара Васильевна Зиновьева. В 1941-м ей было 7 лет. С семьей жила в деревне Марьяновка, колхоз-комсомолец Сурожского района. В период немецкой оккупации деревня входила в так называемую партизанскую зону. Во время карательной операции в 1943 году деревня Марьяновка была сожжена. Семье удалось спастись. Но партизаны не поначалу, щоб вони були зразу, партизани були. Зразу це нічого не було так. Но тоді моментально як то все організувалося. Наша сім'я була 3 чоловіки, у нас було у партизанах. Мар'яновка вся була у партизанах. И партизаны один одного знали полицаю, и полицаи один одного знали, кто где у партизанов, кто где у полиции. К середине июля 1941 года, почти не встречая сопротивления, немцы заняли город Сурож и большую часть района, куда входил и Вымнянский край. Устанавливая новый порядок, фашисты требовали от местных жителей полного подчинения, рассматривая их только как рабскую рабочую силу. Но расчеты оккупантов на спокойную, сытую господскую жизнь были быстро разрушены дерзкими, отчаянными налетами и диверсиями партизанских отрядов. Костяком этих партизанских отрядов выступали представители партии, опытные люди, которые имели боевой опыт, солдаты-окруженцы, которые именно отходили с западных территорий БССР на советский тыл. Именно они стали действительно боевой действующей единицей на территории Сурожского района. Успешная операция партизан в период августа-сентября месяца оказала большое влияние на местное население. Они действительно, люди увидели, что какая мощь у них есть, то есть они могли сражаться с врагом, и они вступали в ряды партизанских отрядов и также содействовали дальнейшему развитию вот именно этого движения на территории Сурожского района. Молва о действиях партизан против фашистов распространялась быстро. В 1942 году в народе даже появилась присказка. Слышал, как сейчас люди говорят, пока союзники открывают второй фронт, мы уже свой открыли. Партизанский фронт называется. Немцы же называли партизанские зоны лесным фронтом и боялись его даже больше, чем передовой. Из немецких писем домой. Здесь всюду и везде, в лесах и болотах, носятся тени мстителей. Это партизаны. Неожиданно, будто вырастая из-под земли, они нападают на нас, рубят, режут и исчезают, как дьяволы, проваливаясь в преисподнюю. Мстители преследуют нас на каждом шагу, и нет от них спасения. Наступает ночь, и я чувствую, как из темноты неслышно ползут, подкрадываются тени, и меня охватывает леденящий ужас. Живая связь с населением делала отряды мстителей фактически неуловимыми. В этом была их сила и эффективность в борьбе с врагом. Из-за действий партизан, как признавали сами гитлеровцы, половина наступательного потенциала немцев ушла не на продвижение к поставленной цели, а на закрепление уже имеющихся успехов. Так в донесениях командования германских охранных войск отмечалось. Во время операции «Тайфун» из-за диверсий партизанских групп 6-9 октября 1941 года не удалось отправить из Беларуси для группы армий «Центр» 430 эшелонов с войсками и боевой техникой. С 22 по 27 ноября под Москву прорвались лишь 42,5% запланированных эшелонов. Это тоже было одной из причин провала операции вермахта «Тайфун» по захвату Москвы. Успешное действие Красной армии под Москвой вдохновило командование Красной армии и принято решение об освобождении города Витебска в феврале 1942 года. Однако, не получив подкрепления, части Красной армии вынуждены были отойти на линию фронта Святы-Сурож. В итоге в истории Великой Отечественной войны появился уникальный случай, как Сурожские ворота. Это 40-километровый разрыв у линии фронта, который стал для
местных жителей, можно сказать, дорогой жизни. Через эти ворота с оккупированной территории в советский тыл переправлялись мирное население, которое спасалось от карательных экспедиций, также раненые бойцы. И с советского тыла на оккупированную территорию переправляли агитационную литературу, оружие, партизанские группы и спецподразделения. День ото дня партизанское движение в районе крепло и расширялось. Народные мстители наносили все более ощутимый урон силам захватчика. И в ответ на их действия гитлеровцы и их приспешники проводили свои карательные операции, в ходе которых было сожжено много наших населенных пунктов. Убито около 500 человек, угнано в рабство около 800 человек. В феврале 1943 года, укрепляя свои позиции, фашисты начали против партизан и местного населения Сурожской партизанской зоны, куда входила и территория нынешнего Вымнянского сельского совета, карательную операцию под кодовым названием «Шаровая молния», которая вошла в историю войны как одна из самых жестоких и бесчеловечных. Мар'яну куща выпалена, самосадки ущи выпалены. Бабушку мою спалили. Спалили этих людей вперед. Вперед этих людей спалили, у кого 2 партизана уходили. В 1943 году. Часть из сожженных здесь деревень так никогда и не возродились. Сегодня на их месте стоят одинокие обелиски. Там редко кто бывает. Основную заботу по уходу и благоустройству этих памятников взяли на себя учащиеся Вымнянской школы, которых собрал и объединил общие идеи учитель информатики. Традиционно весной мы ходим походы по нашей местности. По мере возможности мы, конечно, делаем полезные какие-то дела. Помогаем ветеранам, устраиваем братские могилы. События, которые происходили во время Великой Отечественной на территории нынешнего Вымнянского сельского совета, не вошли в книги и учебники по истории, но они сыграли важную роль в освобождении Витебщины. В 1943 году в истории Великой Отечественной войны наступает коренной перелом, то есть уже Красная Армия от оборонительных боев переходит к наступательным действиям. Одной из таких наступательных операций была Смоленская наступательная операция, или Суворов, кодовое название этой операции, в ходе которой были освобождены части районов Витебской области, часть Сурожского и Лёзнинского районов. Но на территории Витебщины немцы успели хорошо закрепиться, и наступление советской армии стало терять темп. В ноябре 1943-го бои становились все более ожесточенными и затяжными. В ходе Полоцко-Витебской наступательной операции войска 43-й армии 8 ноября 1943 года, перейдя в наступление, в упорных боях прорвали оборону противника и в течение 5 дней освободили 90 населенных пунктов. Среди них ряд деревень Вымнянского сельского совета. Они были отбиты у врага с большим трудом. Но на общем фоне фронтовых сводок эти события остались практически незамеченными. 9 ноября 1943 года, в день освобождения деревни Вымна, Советское информбюро сообщало о боях под Киевом и о докладе товарища Сталина о 26-й годовщине Великой Октябрьской социалистической революции. Бои шли тяжелые, деревни переходили из рук в руки. Та же самая деревня Михайлова переходила из рук в руки на протяжении целого месяца. Погибло очень много солдат 179-й стрелковой дивизии, которые пытались ее владеть, в том числе даже командующий артиллерией 43-й армии Иван Михайлович Балтийский. Бои здесь продолжались и зимой, и в некоторых местах весной 1944 года. И только когда советские войска уже собрались силами, подготовились к операции «Багратион», им удалось в течение нескольких дней буквально сломить оборону немцев, освободить город Витебск и погнать фашистов дальше на запад. Изучением хроники боев на территории своего сельского совета и занимаются ребята вместе со своим руководителем. Иногда им попадаются просто невероятные истории. Оказывается, что некоторые из погибших на самом деле не погибли. Они ошибочно были занесены в списки наших братских могил. Так мы установили, что 24 декабря 1943 года сержант Элий Бакичев был тяжело ранен и контужен. Его посчитали убитым. Проверяя списки погибших, мы увидели, что он был награжден уже в 1945 году и, естественно, не мог быть убитым. В 1943-м мне было 20. На окраине белорусской деревни мы отбивались от фрицев. Мой пулемет накалился. И последнее, что я услышал, это свист тяжелого снаряда. Очнулся я от нехватки воздуха. Было темно. Я не мог пошевелиться, будто меня запеленали. А мне так хотелось жить. Я был контужен, тяжело ранен, и товарищи посчитали, что я мертв, и похоронили меня.
но я смог выбраться из могилы. После госпиталя я отправился в родное село Вологодской области и прожил долгую, счастливую жизнь. Воспитал замечательных 9 детей, 5 ребят и 4 дочки. Такие удивительные истории, к сожалению, встречаются поисковикам нечасто. Район Витебска стал ареной самых жестоких боев на Восточном фронте. Наши войска понесли здесь большие потери. По нашему Вымянскому сельскому ранее числилось более 4000 погибших, но это число увеличилось в результате нашей поисковой работы до 8000. Параллельно уточнению списков мы, конечно, ищем и родственников самих погибших. Иногда они сами обращаются к нам, иногда мы выходим на них через социальные сети. И тогда они приезжают к нам. Как, например, осенью 2017 года у нас была в гостях племянница погибшего народного татарского поэта Мансура Гаязова. Как раз был 100-летний юбилей поэта. Только за последние 5 лет, благодаря этой работе, более 100 семей со всех уголков бывшего Советского Союза смогли найти и отдать дань памяти своим родным, которые пали в боях, защищая нашу землю. Мой второй прадедушка, Фурс Ян Станиславович, дошел до Берлина и погиб в 1945 году. Мой дедушка Хила Василий Демьянович ушел на войну в 15 лет. Он был партизаном. Прадед Сидор Михаил Амович был партизаном в отряде батьки Миная. Сегодня эти молодые люди, потомки героев-освободителей, проходя дорогами войны своего края, по крупицам собирают и бережно хранят память о славных делах и ратных подвигах тех, кто ценою своей жизни подарил нам жизнь и мир на нашей земле. И наш долг – сохранить его. Мы должны быть достойны своих героев.